Мы не разбираемся в кей-попе, но Корейцы очень похожи на нас. ваше наказание в том, что вы делитесь ценной информацией о себе. Мин Юнги, Шуга, Лиса. Лиса. Вы втайне слушаете, да, кей-поп? Это не договорняк, он просто реально слушает кей-поп. Все это. Чонгук. Чонгук. Чонгук, он... Чонгук. Оставайся самим собой. Вы такой добрый. Всем привет, меня зовут Самат. Как вы знаете, у нас проходит социальный квиз, и я работаю в Evidence Central Asia, это исследовательская компания, и у нас была идея создать какую-то платформу, на которой мы можем говорить о социальных проблемах, но в более таком формате, да, таком живого общения, да, и мы как бы в игровой форме делаем викторину, да, о социальных проблемах в различных индустриях и сферах, да. И сегодня у нас в гостях Кайрат Джамангулов, кандидат социологических наук, работает в Академии наук. Пожалуйста, расскажите о себе немножко. Большое спасибо, Самат. Спасибо, что пригласили меня. Спасибо, что участвуете. В студию. Я сам социолог, занимаюсь различными исследованиями. Но это в основном социальные темы, такие как миграция, рынок труда, образование, ценности вокруг этого. Мы социологи, мы изучаем, такой срез общества, историки, если изучают прошлое, психологи больше изучают отношения между личностью или внутри личности, а мы изучаем именно общество. Понятно. Спасибо большое, что рассказали. Я тоже очень такое смутное представление имел. А вот что вы знаете о кей-попе? Вот. Кей-поп? У вас есть какой-то? Это корейская культура, я так понимаю, современная. Преимущественно это искусство, это эстрада корейская, насколько я понимаю, это молодые певцы или девушки, группы, которые очень популярны среди молодежи. И я знаю, что у нас в регионе и в Казахстане, в Кыргызстане, я думаю, в Узбекистане, везде много молодежи любят кей-поп, подражают им. Внешне любят слушать. Понятно, спасибо большое. Вот у нас сегодня идея, у нас очень умный человек, он знает разницу между социологией и антропологией. Кандидат, он работает в Академии наук, кандидат социологических наук, и вот он будет рассказывать нам о кей-попе. Да, мы будем пытаться исследовать с вами вместе. Я тоже немножко исследователь, начинающий. Хорошо, отлично. И мы будем пытаться исследовать вопрос кей-попа и вопрос социальных проблем в нем. Да, я понимаю, что у вас нет знания каких-то фактов, да. Мы не разбираемся в кей-попе, но мы будем пытаться как-то вместе, да, понять, в чем эта суть социальных проблем, да, лежит, где она заложена. Может, вы как раз социолог, может быть, дадите, может, какие-то свои идеи, почему это так происходит, да? Можем потихоньку начать тогда. Первый вопрос. Правда ли, что бывшего участника группы Big Bang, известного под прозвищем Сын Ри, приговорили к 3 годам заключения по делу об убийстве с целью извлечения прибыли? То есть, вот как вы думаете, могло ли в кей-попе такое быть, что кто-то пытается заработать, Я думаю, это неправда. Это неправда. Да. Это правильный ответ. Это неправда. Скандал вокруг клуба Burning Sun, вспыхнувший в 2019 году, раскрыл темные стороны кей-попа, включая преступность, наркотики и проституцию. Клуб стал центром обвинений в сексуальных преступлениях и коррупции, особенно с участием этого Сынри из Big Bang, который был обвинен в сутенерстве. Этот инцидент показал, что за идеализированным образом кей-попа скрываются серьезные проблемы, вызывая общественные дебаты о гендерном неравенстве и вот такой сексуальной эксплуатации. Вам вот это ничего не напоминает история? Потому что вы же, наверное, знаете сейчас, может, слышали имя Пи Диди? Да. Слышали, да, наверное? Да, Паф Дэдди, да? Да, Паф Дэдди, который занимался очень, то есть говорят, сейчас его еще дело в суде, в отношении него, да, говорят очень много кейсов, да, где он пытался пользоваться, да, своим влиянием для того, чтобы делать плохие, да, вещи обществу. Следующий вопрос. Правда ли, что девушка из группы
Blackpink, который зовут Лиса, столкнулась с хейтом из-за образа с дредами. Знаете, вот дреды такие... Косички. Косички, да, типа. Ага. Такие, как вот хвост общий, да, волос такой. Из-за образа с дредами в одном из своих клипов. Ну, я думаю, это правда. Это правда? Да. Совершенно верно. Негативную реакцию со стороны темнокожих фанатов вызвала прическа Лисы в одном из своих клипов. На участнице были традиционные косички темнокожих людей. А почему? В Твиттере некоторые темнокожие фанаты критиковали артистку за культурную апроприацию. Концепция, означающая заимствование и получение выгоды от культурных элементов, да, которые обычно принадлежат исторически другой группе. Ну, то есть как будто вы воруете культурный код другой. Да, апроприация — это присвоение. Присвоение, да, такое. Обычно притесненных групп, да, вот присвоение их элементов культуры. Тем не менее, сама Лиса и другие артисты стремятся исправляться, принимая критику, избегая подобных ситуаций в будущем. Ну, то есть, совершенно верно, вы пока с абсолютом идете, вы у нас очень хорошо знаете кей-поп, пока как-то на уровне интуиции вы хорошо понимаете. Да, наверное, на уровне интуиции пока. Правда ли, что личную страницу этой же Лисы, которой вот обвинили в апроприации, заблокировали в китайской платформе Weibo за выступление в популярном парижском кабаре? Думаю, неправда. Неправда. А почему вы думаете неправда? Ну, оно не связано с какими-то, я думаю, политическими вещами, чтобы ее блокировать. Это ваш первый неправильный ответ. В сентябре Лиса выступила в кабаре, в сентябре 23-го Лиса впервые выступила в кабаре Crazy Horse, известном своими шоу с обнаженными артистками. Это вызвало общественное возмущение в некоторых азиатских странах, да, включая Китай. Выступление сразу поднимает там несколько проблем, да, но как бы в целом вызвало общественное недовольство, потому что это провокационно достаточно для Азии, а также и с точки зрения влияния на молодежь, да, беспокойность, потому что артисты могут подавать как бы дурной пример молодежи, ну вот эти все Моральный истории, аспект. моральные аспекты, да. Политический, а моральный аспект. Да, и вот с этой точки зрения как бы... Если бы досказали, что что за контент был у нее в кабаре. Да, я думал, может, вы просто подумаете, что в парижском кабаре она могла делать, да. Окей, но, да, согласен. Ну да, то есть вот вы в целом, ваша логика как бы понятна, но там, да, нужно чуть-чуть детали знать, как будто. Вот, это ваш первый неправильный ответ, поэтому вам первое наказание. Вот здесь получается, вот мы здесь размешаем сейчас, вы любую карточку тяните, и там будет ваше наказание. Вот она. Вот ваша карточка. Можете зачитать? Так, фильм, мультфильм или аниме, которое сильнее всего повлияло на вас с призмы поднятия социальных проблем в обществе. Какой фильм очень сильно, аниме или мультик повлиял на вас лично? Корейский или вообще? В целом, вот это про вас уже, это вопрос. Ваше наказание в том, что вы делитесь ценной информацией о себе. Фильм «Платформа». Да, фильм «Платформа», где, может быть, вы смотрели, да, где как бы много этажей. Социальная стратификация да, такая. как будто бы это, да, какое-то расслоение общества, и чем ниже, тем хуже, условия жизни, и доступ к благам хуже, а наверху наоборот, и что остается, то кушает последующий слой, потом последующий слой. Как бы и отношение тех, кто выше, к тем, кто ниже. Да, вот и мы думаем, что мы очень моральные, что у нас есть нравственность, что мы делаем выбор, но на самом деле фильм показывает, что условия из любого человека сделают соответствующего, да, этому этажу. Да? То есть структура сильно влияет на человека. И вот этот фильм хорошо это показывает. Это вас прям сильно затронул фильм, да, по идее? Ну, не то чтобы затронул, если, ну, с точки зрения социальных проблем. Натолкнул. Да, с точки зрения поднятия социальных проблем. Конечно, каждый фильм он затрагивает. Мне очень нравятся фильмы Альмодовара. Такие... Не смотрел ни один, к сожалению. Он испанский режиссер, и у него такие фильмы тоже поднимают различные проблемы, разнообразие в обществе. Вот. Спасибо большое, что рассказали. «Платформа», мне тоже прям очень понравился фильм, когда я первый раз посмотрел. Мне даже показалось, насколько
элегантно оно обставлено, это как бы упаковано все для того, чтобы донести очень простые мысли. А вот как вы сами концовку понимаете? О, блин. Не помните концовку? Года 2-3 назад, да, я смотрел. Что там было в конце? Там что-то он отправил вот эту девочку вместе с вот этим тортиком вверх к поварам, чтобы идею донести. Типа. А сам потом погиб на самом последнем этаже, по-моему. Забыл уже, вот честное слово, забыл, конец. Понятно. Ну вот я помню, вот это меня оно впечатлило. Окей. Да, Спасибо впечатлило. большое. Так, следующий вопрос. 14 октября 2019 года участница группы FX, известная как Солли, была найдена мертвой у себя в квартире. Правда ли, что она была убита своим же менеджером из-за того, что собиралась уйти из группы? Думаю, неправда. Да, вы поразительно просто попадаете. Как вы, если бы я отвечал, я бы просто... Как вы это делаете? Ну, я знаю Мы немножко... не говорили им ответы заранее, он просто Не-не-не, я первый раз отгадывает. слышу. Я предполагаю, что вообще вот Южная Корея, кей-поп, это прежде всего речь идет о Южной Корее. Южная Корея вообще убийство это очень большое преступление. Это не как Штаты или не Россия, не Кыргызстан. И там, в принципе, это, скажем, исключение, когда говорят об убийстве. Вот. И я думаю, такие медийные люди не будут убивать друг друга, если человек уходит из группы, тем более, Понятно. Есть больше у них контрактные, рыночные механизмы, чтобы заставить придерживаться договора там, и так далее. Понятно. То есть вот все, что вы говорите, вот эти догадки, они основаны на прям, вот у вас как будто интуиция, основанная на огромном социологическом бэкграунде, и вот вы выстреливаете правильными ответами, да, я так понимаю? Это просто, как... Предположение. Объяснение, да, у нас здесь есть, что Чхве Джин Ри, известная как Солли, извиняюсь, если я прочел ее имя неправильно, обрела популярность как участница группы, когда ей было 25 лет, и предварительная причина смерти — это самоубийство. Она покончила с собой из-за жестокой критики и давления в интернете, да? Потому что Южная Корея по-прежнему характеризуется сильным гендерным неравенством, и права женщин часто ущемляются. Женщины, оказывается, сталкиваются с трудностями при попытке самовыражения, особенно в вопросах, связанных с телесностью. Она изначально не стремилась открыто следовать западным стандартам самовыражения, и ее первая фотография без бюстгальтера появилась в социальных сетях случайно, во время прямого эфира, где она была без нижнего белья, оказывается, и это вызвало волну негативных комментариев, поскольку демонстрация женского тела воспринимается в обществе очень неоднозначно. Вообще корейское общество, оно с точки зрения, у них вот все перемешалось, и традиционная культура, и вот быстрое развитие, технологическое развитие, да, кей-поп развитие и так далее. И здесь у них есть какой-то диссонанс. Вот. Мы это называем социология аномия. Аномия. Да, когда человек не может понять, это нормально или ненормально. Это как вот политическая аномия, например. Ну, да? аномия, да, это был у нас такой социолог, классик Эмиль Дюркгейм, он ввел вот этот термин. Аномия — это вот когда человек не знает, правильно это или неправильно. И он доказывал это на статистике самоубийств в Европе в свое время, когда писал. И корейцы очень похожи на нас. Мне кажется, у них внутри вот это сидит и традиционность, консерватизм, и при этом вот эта надстройка, вот это вот сильное... В виде влияния. В виде влияния, да. Потому что вот эта базисная часть не успевает. Да. Есть вот самоценность, она очень медленно меняется. Мы это называем интериоризация какой-то ценности. Но человек может говорить, да, вот я изменился, я теперь не буду бросать мусор, но на самом деле это очень медленно меняется, очень медленно. Интериоризация идет очень медленно. А вот эта имитация на уровне надстройки, она быстрее, вот быстро они взяли. И вот здесь у них вот а вот ценность медленно меняется на уровне общества или персонально человек может быстро меняться? Нет, даже человек, человек это часть общества, вот. Но есть тут такое понятие холизм. То есть общество это не сумма индивидов. Просто вырабатывается какое-то качество общества. Это вот, так же, как вот футбольная команда, если, допустим, Реал Мадрид купит всех номер один, это не дает гарантии, что они победят, потому что должно выработаться какое-то качество. Индивидуального мастерства не хватает. Также и общество. Вот. Я говорю про ценности общества.
Понятно. То есть вы думаете, что это из-за Запада, влияния вот Запада и вот как бы вот этих трендов, оно очень быстрое, но еще общество не успело подстроиться, да, под это? Да, да, я думаю, вот этой интериоризации такой полноценной не происходит. Поколение еще не ушло, наверное, та, которая помнит и консервативные ценности, несет в себе эти ценности. А у нас то же самое происходит в обществе? Ну, у нас, да, это в каких-то уродливых формах можно было увидеть, но сейчас, в последнее время, как бы идет такое переосмысление. Вот мы заново вернули статус госсекретаря, 12 лет у нас не было этого статуса, например. Вот, и они начали заниматься вот этой надстройкой, ценностями, чтобы немножко подтянуть, да, понять, кто мы, где мы находимся, какие мы были и куда мы идем. Сейчас это активно идет, заметьте, сейчас много тоже подкастов в этом плане. Ну да, да, кстати. Традиции, попытка в самоанализ, да, да, что мы сделаем, кто мы такие. Да, что мы, как. И сейчас вот гаджеты, вот это интернет, доступность, YouTube, все это хорошо помогает этому. Например, вот. А это ускоряет процессы вот эти? Ну да, да, это хотя бы немножко гармонизирует вот этот процесс интериоризации, да, чтобы мы брать это или не брать что-то. А бездумно, вначале же мы не знали, бездумно что-то брали, а теперь мы уже смотрим, присматриваемся, прежде чем что-то брать. Поэтому, мне кажется, усилия прилагаются, вот, указы всякие прилагаются, ищут к этому из традиции примеры, вот, там, ну, типа не режьте там много скота, там, например, да. И вот госсекретарь говорит, да, нельзя резать. Вот посмотрите, в Манасии каждый гость сам приносил с собой, что надо резать. То есть такую, пытаются нехилую базу дать для того, чтобы что-то... Да, и поэтому, а вы, говорит, вместо чтобы там горевать, говорит, собираете, бегаете по базару, ищете этот жирный скот, а на самом деле не так это делалось. И вот когда уже находят из традиции всякие образцы, примеры, тогда уже начинают люди к этому верить, задумываются хотя бы вначале. Спасибо большое. Это прям вот такая лекция бесплатная, которая, ну, прям очень крутая, потому что такие мысли не услышишь на таких, нужно прям найти, да, человека, который объяснит очень просто, как вы доходчиво, да, такие... Вопрос ценности. Такие комплексные вещи, их же системно очень сложно объяснять, а вы прям очень хорошо так доносите. Следующий наш вопрос, это уже следующий блок, я буду зачитывать вам варианты ответов, да, и вам нужно выбрать какой. В 2010 году фанатка группы Wonder Girls написала «Вернитесь, Wonder Girls» собственной кровью, когда группа сосредоточилась на продвижении за рубежом. Это яркий пример сосенов. Кто такие сосен-фанаты? А. Фанаты, которые поддерживают айдолов, собирая все их товары и альбомы. Б. Фанаты, которые стараются поддерживать контакт с айдолами, в том числе вне их публичной жизни. С. Фанаты, которые организуют мероприятия и акции, чтобы продвигать айдолов среди широкой аудитории. Д. Фанаты, которые пристально следят за всеми аспектами жизни айдолов, включая их личную жизнь. Айдолы — это вот это кумиры, идолы, да. Может быть, С? Фанаты, которые организуют мероприятия и акции, чтобы продвигать айдолов среди широкой аудитории, да? Это С было. С. Д у нас было фанаты, которые пристально следят за всеми аспектами жизни айдолов, включая их личную жизнь. Д, кажется. Это совершенно правильный ответ. Это фанаты, которые следят за всеми аспектами жизни. И вот как вы это делаете? Вы втайне слушаете, да, кей-поп? Нет. Вы, наверное, кей-поп фанат такой. Нет, мы один раз в Астане оказались на концерте, я сейчас не помню, кей-поп у них тоже популярная группа есть. Ну ничего так, но они так по-казахски поют, чистый кей-поп. Один раз я был на таком концерте. Да? Да, интересно было. Для меня познавательно, что-то новое было. Больше опыта не было. Вообще никаких контактов больше у вас не было? Нет. Вы пока только в одном вопросе ошиблись. Следующий вопрос. В кей-поп связь между артистами и фанатами устанавливается через парасоциальные отношения, проявляющиеся в прямых трансляциях и фан-мероприятиях. Эти отношения создают иллюзию личной связи и укрепляют эмоциональную привязанность поклонников, что способствует популярности кей-поп культуры. Да? Что такое парасоциальные отношения? А.
Это односторонние отношения между фанатами и публичными личностями, которые могут способствовать созданию глубоких эмоциональных связей и приверженности поклонников. Б. Это двусторонние отношения между артистами и поклонниками, способствующие созданию дружественной и семейной атмосферы. С. Это отношения, основанные на коммерческих интересах и финансовой выгоде. Д. Это социальное взаимодействие, которое происходит во время концертов с помощью интерактивных форматов. Я думаю, А. Совершенно правильный ответ. Остальное так. Это, да, это односторонние отношения между фанатами и публичными личностями. Объяснение проблематика этих отношений включает односторонность связи, что может вызвать разочарование у поклонников, так как артисты не могут ответить на их чувства. Фанаты развивают нереалистичные ожидания кумира, что приводит к агрессивному поведению и трудностям с личными границами. Да? Ну, то есть у меня вообще, например, у самого такое было. Ну, то есть я прям привязывался, да, как бы к кумиру. Мне очень легко привязаться, я так думаю, как бы, и это может, да, быть чревато. Избыточная привязанность может негативно сказаться на психическом здоровье и создать зависимости, да? Да. Компании даже некоторые могут использовать, оказывается, это как отношения, ну, эти отношения для манипуляции фанатами, что ведет к эксплуатации, да? Совершенно верно, у вас все еще только одна ошибка. Следующий вопрос. Starship Entertainment завершила расследование в отношении Вонхо по обвинению в употреблении марихуаны в 2013 году, сняв с него все обвинения. Из-за слухов он покинул Monsta X. Какова была дальнейшая судьба Вонхо? А. Он остался в группе Monsta X, при этом ему понизили его контрактные условия. Б. Он вернулся в индустрию как соло-артист и выпустил сольные альбомы. С. Он ушел из музыки и начал карьеру в кино. Или Д. Он покинул кей-поп и занялся бизнесом. Тяжелый вопрос. Второй ответ, кажется. То есть он остался и понизили условия контрактные. Нет, это первый ответ, да? Да. Б это как соло-артист, он выпустил сольный альбом. Может быть, Б? Б? Да. Это у нас совершенно правильный ответ. Как вы это делаете? Ну, я думаю, просто это придало ему узнаваемость, популярность, и обычно они в этот момент решаются на соло, чтобы дальше уже независимо работать. В общем, у вас какие-то суперсилы. Несмотря на снятие всех обвинений и завершение расследования, Вонхо так и не смог вернуться в Monsta X. Это один из редких случаев, когда он смог вернуться в индустрию, но его карьера уже не так успешна, как была до участия в группе. Факторы все равно повлияли на его репутацию и возможности в музыкальной карьере. Это подчеркивает, насколько важна репутация в карьере артиста. Даже если она была бы безупречной, один небольшой инцидент может как бы нанести серьезный удар по всей, да, карьере. В случае него, несмотря на снятие обвинений, все равно на его профессиональной жизни это сильно, да, отразилось. Казалось, да? А теперь открытые вопросы. Вам нужно просто будет попытаться, да, как бы комментарий дать развернутый. На фан-митинге 18 марта Айрин рассказала, что прочла книгу под названием «82-й год рождения Ким Джи Йон». Это вызвало гнев у некоторых фанатов, которые выразили недовольство в онлайн-сообществе и публиковали снимки сжигания ее фотографий. Как вы думаете, почему? Может быть, это связано как раз с делением на Южную и Северную Корею. Поэтому что это как раз, по-моему, 82-я параллель, где Южная и Северная Корея делится. Вот, кстати, какая там параллель? Ну, 80 какая-то, 86-я, нет? Помню. 84-я. Такая, да. Может быть, эта книга была связана про вот, политическое, опять-таки. Политический подтекст, да, вы считаете? Да. Спасибо за вариант, ну прям интересно. Я что-то об этом даже не задумался. Ответ еще, наверное, ну такой же интересный. 82-й год рождения Ким Джи Йон — это роман о жизни женщины в патриархальном обществе. Из возмущенных фанатов основная представленность была мужчин. То есть она как бы читала книгу, которая, ну как бы показывает, что она как бы согласна с тем, что это патриархальное, видимо, общество, и что у них есть эти проблемы, и это вызвало у ее фанатов, которые были мужчины в основном, да, такой гнев. Интересно. Последний вопрос. Световое шоу на концертах под названием Ocean, океан. Айдолы делают все возможное, чтобы впечатлить фанатов своим выступлением. Помним хотя бы их шоу на ежегодной премии MAMA, по-моему, «Мама». Некоторые из них длятся по 20-30 минут, за которые на сцене происходит настоящая феерия.
В это же время фанаты зажигают фирменные лайтстики, концепт которых отличается в зависимости от группы. Тогда весь танцпол и трибуны заливают огни всех цветов радуги. Такое световое шоу называется «Океан», оказывается. Также есть понятие Black Ocean, черный океан. Как вы думаете, что оно означает? Полная темнота, что ли, да? Да, полная темнота. Да, полная темнота. А в чем суть? Может быть, тогда акустическое что-то, волны, акустические волны, да? Вот представьте себе, вот выступают кумиры, айдолы их, и фанаты. Да. Айдолы делают крутое шоу, а в ответ им вот эти лайтстики разных цветов А вдруг выступает команда, и им вот так в черный этот включает. Что это может значить? Блин, не знаю даже, что это. Вот представьте, вы выступаете, и перед вами вот так все фонарики зажгли, а потом вы выступаете, и перед вами черный океан, вот так все, выключили лайтики. Что Может, отрицание какое-то? Отрицание от чего? Айдола? Ну то есть они не любят его, показывают ему таким образом. Может быть. Хейт свой. Да. Да, это форма бойкота на концертах, Бойкота? когда фанаты выключают свои лайтики во время выступления определенной группы. Оказывается, он используется Black Ocean на концертах, чтобы показать недружелюбие индустрии. Например, самая известная группа, да, BTS, столкнулись с этим в 2015 и 2016 годах из-за обвинений в манипуляциях, и после получения The Sun, это главный приз на церемонии награждения, представьте, группа выступает, старается изо всех сил, а лайтстики не горят, фанаты молчат, никак не подпевая, и это создает ощущение, что ты погружаешься в темноту, и они выступают для вот равнодушных людей, да, никому нет дела до их выступления, и это вот, представьте, насколько жутко, да, игнорирование. Да? И несмотря на это, представьте, вот такие группы, как BTS, они не сломались, и вот. У фанов что-то такое из футбольных тоже иногда. Перестают волны делать? Ну, сбивают, да, противоположную команду какими-то вот такими. Выкриками, да? Да, выкрики, большие плакаты, где там какие-то задевающие ту команду. Ну да. Окей. Спасибо большое. Это у нас вот первая часть была. Вы только на 2 вопроса не ответили. В кей-попе. Я не знаю, как это получилось. А у вас получается 8, да? 8 правильных, 8 баллов вы заработали у нас за первую часть. И у нас есть вторая часть. Итак, у нас вторая часть — это вот такие вот карточки с фотографиями и именами 10 знаменитостей в кей-попе. И не только, то есть людьми, которые либо сотрудничали с кей-попом, либо сами являются кей-поп-артистами и артистками, да? И вы сейчас можете прочесть, посмотреть на их имена, разложить у себя как-то удобненько. Вслух попробуйте так. Давайте. Ну вот Пак Дже Сан, PCI, да? Psy, да? Вроде его знаете его? Ну да, как не знать-то. Вот, этого молодого человека первый раз вижу. Джон Кук, Ин Юнги тоже первый раз. Первый раз. Бибер вот здесь. Ничего, да? Не, ничего, да. Джон Ледженд. Это все сотрудничавшие с кей-поп-артистами, да? Западные звезды. Ага. То есть у нас здесь Psy, Чонгук, Мин Юнги, Шуга. Лиса. Это вот девушка, помните, про нее вопрос был насчет того, что он в кабаре. Дженни Ким, Джастин Бибер. Это у нас Джон Ледженд. Это Селена Гомес, Ашер и Дуа Липа. И сейчас вы в совершенно рандомном порядке. Сейчас вот я вам размешаю здесь, что все, это не договорняк, он просто реально слушает кей-поп. Вы все это видели. Давайте вы будете тянуть вопрос и будете пытаться догадаться, к какому человеку это относится. Смотрите, если вы отгадываете, то мы ложим рядышком, и я говорю, это правильный ответ. Если вы не отгадываете, то я убираю временно, и это будет вас запутывать. А к кому это на самом деле относилось, да? Любит научно-популярные книги, в частности биографии выдающихся людей. Одной из его любимых книг является биография доктора Мартина Лютера Кинга-младшего. Кому относится, да? Как вы думаете? Вот, думаю, вот этому человеку. Совершенно верно.
Это Джон Ледженд. И он как просто, вот, я не знаю, как вы это делаете. В общем, это, да, Джон Ледженд, он любит, я, если не ошибаюсь, он даже исполнил песню на Оскаре, и которая вот выиграла Оскар, по-моему, эта песня, в каком-то фильме тоже посвященном то ли Мартину Лютеру Кингу младшему, то ли связанному с правами, да, вот он какую-то песню исполнил, то есть это вообще, по идее, он фанат, да, как бы книг, и особенно... А как вы догадались? Как? Предположил. Предположили просто. Да. Как вы это делаете? Давайте следующий. Какой-нибудь другой. Давайте вот. Ага. Впервые взял гитару в руки в 8 лет, сразу столкнувшись с сложностями, поскольку она была настроена под правую руку, а она левша. Он или она, это Он левша? или она левша. Гитару в 8 лет. 8 лет. И ему родительница, мама, подарила гитару на следующий, по-моему, день рождения, уже настроенную под левшу. То есть она... Не знаю. Не Бибер? Бибер. Джастин Бибер, да. Совершенно верно. Он играет также на трубе, на барабанах и на фортепиано. Ну, то есть очень талантливый исполнитель. Сейчас он, к сожалению, как вы все знаете, в центре скандала, да, связанного с Puff Daddy, который по обвинению, оказывается, он как бы и в отношении него делал преступные действия, говорят. И весь мир сейчас как бы жалеет Бибера и как бы соболезнует, да, случившемуся. Да. Ищут факты в его, даже я насколько слышал, песнях, в каких текстах ищут смысл в его клипах, что он таким образом травму свою как бы сигнализировал, да? Да, рассказал об этом. Следующий какой-нибудь вопрос любой? Так. Ага, вы пока все у нас отгадали. Звезда пошла по стопам отца. Точка, да? Да. Который был очень популярным рок-исполнителем в Косово. Угу. Интересно. Сейчас. Дуа Липа? Это Дуа Липа. Да? Дуа Липа? Совершенно верно, да. Отец был очень популярен в Косово, и у нее фамилия, насколько я знаю, Липа, это с албанского значит любовь. То есть у нее такой интерес, это прям ее настоящая фамилия, насколько я знаю. Да, и она как-то талантливая в отца. Все верно. Ага. Ее видеоклип достиг максимальной отметки просмотров на YouTube, сломав счетчик. Но я думаю, это вот человек Псай. Совершенно верно. Там настолько вот Gangnam Style. Вы, наверное, смотрели даже клип. Ну да, мы же танцевали даже когда-то. Да, что, вы танцевали? Да, ну это же такое. Вот, в общем, он да, он сломал счетчик. То есть они не ожидали, что когда-нибудь, видимо, платформа наберет, какое-то видео на платформе YouTube наберет столько просмотров, и счетчик, представьте, сломался. Программисты в течение каких-то там часов фиксили его и попытались восстановить. Круто. Вот. Так, следующий вопрос. Так, все сложнее и сложнее, да? Ну, США изучала различные стили танца, уличные стили, хип-хоп и даже элементы женских танцевальных стилей. Лиза, наверное. Лиса? Нет? Лиса? К сожалению, нет, да? Нет, к сожалению, нет, но вы, я думаю, пока я не могу говорить, кто, чтобы это вас спутало, но я обязательно в конце скажу. Но вы достаточно, да, в таком правильном направлении, думаю. Сыграла в американском сериале «Кумир», The Idol, выходившем на HBO во второстепенном составе. Как вы думаете, это звезды кей-попа или вот западные артисты? Я думаю, западный артист. Может быть, почему нет? Сериал называется «Idol», да? Да, «Idol». Кумир. Ну, или, может, Лиза теперь? К сожалению, не здесь тоже, да. Но опять же, вы очень правильно. По идее, весь квиз должен был вот таким быть. Вы почему-то превратили это в то, что вот как будто вы эксперт в этой области, а по идее...
Учит тексты песен и хореографию быстрее, чем остальные в своей группе, занимая позицию ведущего рэпера и главного танцора. Ну, там, то есть, там, если что, у нас это, да? Мужчина это? И мужчина, и женщина Ага. может быть, но, типа, да. То есть это может быть и то, и другое, но я имею в виду это Ага. на формулировку. Учит тексты хотите. песен хореографию быстрее, чем остальные в своей группе. Вот кто из них выглядит как рэпер-танцор? Чонгук? Чунгук? К сожалению, не Чонгук. К сожалению, и не Чонгук. У вас чуть-чуть... У вас чуть-чуть... Да, я говорю, я кей-поп не знаю. Ну, ничего Ну страшного. ничего, давайте сейчас. Стала наставницей, наверное, лицом другого артиста из этого квиза, работая над всеми его альбомами по сегодняшний день. Может, это Селена Гомес? Как доверенное лицо? Нет, к сожалению. Нет, да? А вы о ком думали из-за нашего сегодняшнего квиза? То есть это она является, она или он является наставником и доверенным лицом другого артиста из этого нашего квиза сегодняшнего? Вот Лизу помню. Нет, к сожалению, Нет, это, да? к сожалению, нет. Окей. Два вопроса, и мы Давайте. все вам Так, расскажем. является послом доброй воли ЮНИСЕФ, получил звание в 17 лет, также принимает участие в деятельности большинства граждан в Конго. Не Селена Гомес? Это Селена Гомес, да, совершенно верно. похоже, Это да. посол доброй воли. Она очень много делает для решения социальных проблем, да, она прям, ее все обожают из-за этого. Ну, многие прям. Взял или взяла псевдоним, который означает атакующий защитник, из-за того, что занимал это во время игры в баскетбол в школе. Ну, Ашер. Почему? Ну, предполагаю. Предполагать, что Ашер? Ага. К сожалению, Нет, нет. да? Ник Ашер звучит как позиция баскетбольная, да? Звучало, да? Ну, Смотрите, я вам сейчас... У вас 5 правильных ответов, это все еще очень много. То есть, учитывая ваши предыдущие 8, 5-8, у вас 13 баллов из возможных, сколько будет? 21. То есть 13 из 21 это отличный результат, учитывая, что вы в кей-попе не, по идее, мы с вами не эксперты. Да. А наставник или наставница доверенного лица другого артиста, это вот Джастина Бибера привел в это, как бы, не то что привел, да, а вот он стал очень популярным благодаря Ашеру. Это Ашер, да. Он сделал очень много для Бибера и привел его в эту индустрию, да. Учит тексты песен, хореографию быстрее, чем все остальные в группе, занимая позицию ведущего рэпера и главного танцора. Это Лиса. То есть она очень считается одаренной. Способная, да? Да, способная, и она очень, то есть, хорошо танцует. Читает рэп. Я буквально пару треков слушал, классно, да, классно читает. Сыграл в американском или сыграла в драматическом сериале «Кумир». Это Дженни Ким. Дженни Ким. Да, она вот, я думал, может вам поможет отсылка с The Idol, что это именно какой-то или какая-то из корейских артисток. В США изучала различные стили танца, уличные стили, хип-хоп и даже элементы женских танцевальных стилей. Это Чонгук. Чонгук, он, когда пришел на прослушивание, ему, оказывается, сказал продюсер, что тебе нужно подтянуть чуть танцы, и он вот специально поехал учиться в Штаты и освоил много разных стилей, да? И псевдоним «Атакующий защитник» взял себе Мин Юнги, Шуга, потому что Шуга — это сокращенно от Shooting Guard. То есть у него такой вот себе никнейм. Стреляющий защитник. Да, атакующий, да, shooting, да, стреляющий, да, такой защитник. Вот, спасибо огромное, у вас 13 баллов. Спасибо. Вы вот один, да, как бы без напарника достигли таких результатов. Может, вы начнете чуть-чуть больше увлекаться кей-попом и слушать после этого? Сегодня послушаю, да. Пару песен послушайте, кого-нибудь из них. У сыновей поспрашиваю. Они разбираются в кей-попе? Ну, я не знаю, посмотрим сегодня, я пойду. Спросите обязательно. Проведу их. В качестве наказания за то, что вы не на все вопросы ответили, у нас предыдущие гости вам оставили небольшие вопросики. Вот. Давайте вы на них ответите. Давайте. Так, ваша первая фраза, если встретите себя 90-летним Джунус. Да. Джунус нам оставил в первом выпуске вот такую заметочку будущему гостю.
оставайся самим собой. Вы скажете себе 90-летнему, оставайся самим собой? Да, будь всегда самим собой. Вы такой добрый. Вы прям, да, подкупаете своей вот этой энергетикой. Спасибо большое, что приехали. Спасибо вам огромное. Если вам есть что сказать напоследок аудитории. Ну, я думаю, очень спасибо вам за приглашение. Вам спасибо. Вот это все, это вы, получается, вы готовились. Это вообще круто, да, вот так вот качественно подготовиться. И самое главное, мне импонирует ваш подход через вот такие популярные вещи, поднимать вопросы актуальные в обществе, которые касаются всех, не только молодых относительно кей-попа там, или не только вопрос, но всех. На самом деле это вопросы прав человека, вопросы гендера, гендерного баланса, вопросы традиций, ценностей. Вот мы сегодня говорили, вопрос неравенства. Вот. И я думаю, это такой подход очень эффективный для нашей, прежде всего, молодежи, которая сейчас долго не может читать, не любит долго читать, слушать тоже долго не любит. Вот. Мне очень понравился этот подход. И я желаю успехов, именно этим же подходом дальше двигаться, и чтобы побольше людей на страничках, на YouTube-канале увидели, посмотрели. Спасибо. Спасибо большое. С нами был сегодня Кайрат Джамангулов, кандидат социологических наук, очень умный и добрый байкешка. Мы прям вообще кайфанули, я думаю, сегодня, и вы много чего узнали. Если у вас есть интересные темы, которые вы бы хотели увидеть в следующих выпусках, там, об активизме и соцпроблемах, я не знаю, в других индустриях, может, в науке, да, в следующий раз, может, там тоже этот вопрос есть, да, которые вы бы хотели увидеть в наших выпусках, или людей, которых бы вы хотели видеть, обязательно пишите в комментариях. Спасибо большое вам, всего доброго. Большое спасибо.